Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Ангелина Лукас дралась с трансгендерами, ярые болельщики Дастана Амангельда и вечер бокса в Алматы. Обсудим сегодня это и не только. Армисон Хадрименде ММА Серхаум. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Ангелина Лукас дралась с трансгендерами. Об этом она рассказала информационно-политическому YouTube-каналу «Буревестник». На вопрос, станет ли когда-нибудь нормой смешанные бои между мужчиной и женщиной, спортсменка ответила, что такой опыт у нее уже был. Да и вообще, в свете непростых событий как в стране, так и в мире, Лука считает, что нужно обязательно не только уметь постоять за себя, но и суметь избежать контакт с конфликтными и опасными людьми. Сложно, поэтому женщине нужно работать не только над тем, чтобы ходить на уроки самозащиты или быть боксершей, или быть сильной. Это может даже не помочь. Нужно уметь вообще дистанцироваться, да, от таких людей. Если ты чувствуешь какую-то угрозу, агрессию, не нужно с такими людьми рядом находиться. Умело совмещает красоту и силу еще одна красавица. Не так давно чемпионка Азии по джиу-джитсу среди пурпурных поясов Асель Адамова стала вице-мисс Астана. Как говорится, сегес карлы бер сырлы тулга. Жизнь одна, и по возможности надо исполнять все мечты, что в принципе и делает Асель. Спортсменка не исключает камбэка на ковер, но приоритет пока профспорт не ставит. Асель планирует еще разок-другой блеснуть красотой в бьюти-конкурсах, а также хочет заглянуть в мир кино. Уверены, что и там ждет ее успех. Ну и куча эмоций. А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Действующий чемпион лиги Найза Рамазан Гасанов заявил о возможности схлестнуться Шавкатом Рахмоновым. Об этом он поделился порталу Sport+. Бойцы выступают в одной весовой категории. Горец пока не под крылом UFC, но если будет возможность сверкнуть перчатками в сильнейшей лиге мира, то он намерен выложиться на все 100. Я, говорит, много лет в этом деле и тренируюсь с такими ребятами, с которыми Шавкат, может быть, мечтает даже сфоткаться. Гасанов действительно много лет в этом деле. Профрекордом 11-0 не каждый может похвастаться. Кстати, как вы думаете, с кем бы Рамазан мог бы помериться силами сейчас? Кто способен создать ему достойную конкуренцию? Как всегда, пишите в комментариях. Еще один вызов чемпиону, но на этот раз прилетело действующему лидеру полулегкого веса UFC Илье Топуре. Шимурат Калелов, в копилке которого звание экс-чемпиона лиг Октагон и GFC, хочет замахнуться с Топурей. Об этом он сообщил Sport Plus сразу после своей очередной победы, которую одержал в дебютном турнире лиги DFC. Что думаете, друзья? Готов ли Калелов к такому уровню? One Championship вновь в центре скандала. На этот раз разбушевался вице-президент ПФЛ Майк Коган. По его словам, One просто живет за счет инвесторов, деньги которых лига куда-то, так сказать, девает. И на выходе получается некачественная работа. Бойцов подписывают аж на 20 лет, а полноценную сумму гонорара не выплачивают. One Championship не раз попадала под волну критики, в том числе и со стороны бойцов. Что думаете об этом, друзья? Как всегда, жду ваши комментики. 23 ноября на Алматы-арена пройдет турнир Найза 69, где действующий чемпион в легчайшем весе Дастан Амангельда будет защищать свой пояс. Соперником его станет Вячеслав Свищев. Вячеслав уже опытен в титульных боях. В 2022 году он стал чемпионом OpenFC. Сейчас спортсмен находится в Екатеринбурге и готовится к бою на базе Академии единоборств РМК. Но речь сейчас идет не совсем об этом. Российского спортсмена поддержал другой российский спортсмен, но казахского происхождения – Ильяс Хамзи. В комментариях на странице инсты Ильяса зашли похозяйничать болельщики Дастана. Да настолько, что Ильясу пришлось ограничить комментарии к публикации. В любом случае, друзья, напоминаем, что сильнейшего, как всегда, определит ринг. И уже в конце месяца мы узнаем, кто же достоин пояса лиги Найза. Мы ожидаем нереальные спортивные эмоции, которые дарит нам
Правильно, 1xbet. Пишите, кто же достоин гордого звания чемпион. Ну и снова здравствуйте, дорогие наши зрители! С вами очередной выпуск Найзадай News. Меня зовут Диса, и я готов вещать. Погнали! 9 ноября в Братиславе пройдет турнир «Октагон 63», на котором наш Жалгаз Жумагулов подерется с третьим номером наилегчайшего веса Аароном Эбби из Уэльса. Для Жако этот бой станет дебютом в Европейской лиге. Казахстанец идет на серии из 2 побед. В Найза последний бой он провел в феврале 2024 года, а Аарон Эбби пока не добился значительных успехов в ММА. В «Октагон» он выступает с 2023 года, за это время оформил 1 победу при 2 поражениях. Прямой эфир турнира будет доступен на сайте Октагон ТВ и начнется в 22:00 по времени Казахстана. Ну а в ночь с 8 на 9 ноября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера пройдет бой в полусредней весовой категории. 15-й номер рейтинга Нил Мэгни подерется с бразильцем Карлосом Пратесом, у которого 3 подряд досрочных победы в 3 боях UFC. Ждем в этом бою много зрелища и эмоций, ну а спонсор наших спортивных эмоций 1xbet. В коу-мейн-ивенте состоится поединок в легчайшей весовой категории. Американец Рики Турсиос подерется со шведом Бенардо Сапаем, которого в прошлом бою жестко вырубили летящим коленом. Вы, наверное, все видели этот нокаут. Это видео разлетелось во всех социальных сетях. Ну а также на турнире дебютирует экс-двойной чемпион One Championship Ренье де Ридер. В UFC его встретит Джеред Мёршет. Он, кстати, все свои 12 побед в UFC добыл досрочно. В субботу, 9 ноября, в Алматы состоится вечер бокса Хаспро Боксинг. В главном событии вечера тяжеловес Едель Кажамбердиев поборется за чемпионский пояс WBC Туран. Кстати, этот пояс будет разыгран впервые в истории WBC. Ну а соперником станет албанец Албис Сорра. В соглавном событии состоится еще один титульный бой. Даулет Каби сразится за пояс WBC Азия Сильвер против Рамала Аманова из Азербайджана. Также в главном карде выступит известный боец и актер Даулет Усербай. Ранее Даулет провел 3 поединка в Лиге Найза и во всех одержал победу. Ну и нельзя не сказать про еще одного бойца, который причастен к Найза. Матчмейкер лиги Жандарбек Кисимов проведет дебютный бой в профессиональном боксе. Его соперником станет Абдуназаров. На этом пока у нас все. Спасибо, наши зрители, что всегда с нами. Спасибо за эмоции 1xbet. Увидимся во вторник. Бам! Что нас ждет на вечере бокса и чьи бои самые ожидаемые? Ответ на это мы узнаем от нашего эксперта, казахстанского промоутера и комментатора по боксу Серика Нояна. Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. 9 қараша күні ABB аренада Хаспро Боксинг промоутерлік компаниясы тамаша бокс кешін өткізеді. Бұл бокс кешінде WBC тарихында тұңғыш рет WBC Туран кәсіпқой бокстағы белбеуі арнайы бірінші Қазақстанда бәсекеге. Бұл Алиби Сорра және Еділ Қожамбердиев арасындағы жекпе-жек. Одан кейін Даулет Каби және әзербайжандық боксшы Алманов арасында WBC Азия Сильвер титулдық айқасы қойылады. Одан бөлек Даулет Усербай сияқты ММА әрі кино саласының өкілдері жекпе-жекке шығады. Ұлттық құрама өкілдері Сапа қатарынан Фаруқ Тоқтасынов, Ернұр Қайрат және де Найза лигасының матчмейкері Жандарбектің жекпе-жегін тамашалайтын боласыздар. Сондықтан 9 қараша күнге билет сатып алып, заказ билет нүкте kz сайтында осы билеттерді алып, арнайы орындар саны өте шектеулі. Ұмытпаңыздар, Қазақстан спорты жасасын, қазақ боксы жасасын. На этом все, друзья. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, мы все читаем. Всем отличных выходных и до вторника!